Всех приветствую на своем канале Астарта Сантья Тара. Сегодня мы с вами будем делать расклад на недельку с 6 по 10 ноября, цыганский расклад на дам. И смотрите, дорогие мои, я это вступление перезаписываю, потому что я уже посмотрела все три варианта, и там такие многие, почти во всех вариантах вылезли там треугольники. И смотрите, что я вам предлагаю. Если есть интерес, если интересно, то можно на игральных картах делать раскладики на любовные треугольники, потому что здесь игральные карты это не таро, они говорят более четко, и там уже вот в раскладике будет видно, кто к кому тянется. Вы к мужу, муж к вам, или муж к любовнице, или любовница к мужу. Он, например, к любовнице не тянется, тянется к вам, а любовница его перетягивает и так далее и тому подобное. И вот если это интересно, то можно, например, тоже на месяц делать любовный треугольник на игральных. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Если есть интерес, то можно попробовать и делать и такой раскладик. Все зависит от вашего запроса. Просто хочу делать и раскладывать карты, расклады делать на ту тему, на которую будет спрос. Ну, чтобы не просто так, дорогие. Выбирайте свой вариант, первый, второй или третий, а я смотрю первый вариант. И вариант номер один, и дама бубновая. Заходит она в период с хлопотами своего короля, своего партнера. Партнерами назначила короля трифового, вот его хлопоты и какой-то казенный король. И также переживания в ранней дороге за себя и за свою личную жизнь. Скорее всего, какие-то вот эмоции, переживания, внутренние метания и так далее и тому подобное. Также здесь могло быть плохое самочувствие. И вот здесь может она ходить с хлопотами короля своего партнера, да, который просто какие-то, не знаю, может, благородные поступки по отношению к вам проявлял, может быть, как-то вот, ну, с расположением, с благородством как-то к вам хлопотал. Так, идем дальше. Итак, первый вариант трактуем для вас. На сердце у вас ранняя дорога вашего партнера, ваш партнер, и под сердцем какая-то ваша ранняя дорога, то есть вы, скорее всего, вот в ближайшем прошлом, вот совсем недавно что-то такое произошло приятное для вас. Ну, какая-то, думаю, мелочь, которая просто вам была приятна, и произошла она вовремя, когда это было нужно вам. В голове у вас какой-то крупный большой разговор через хлопоты вашего партнера с вашим партнером. И опять этот казенный король. Кто это, мы не знаем, но это может быть какой-нибудь клерк в банке, врач, адвокат, юрист, оператор, не знаю, какой-нибудь кассир в магазине и так далее и тому подобное. Также это может быть просто какой-то благородный, крупный, большой разговор с вашим партнером через его хлопоты. В ногах, вот он, голубчик, ваш партнер дорогой, и, скорее всего, вы от него получили какие-то новости за будущее, за дальнюю дорогу. Он вам какие-то новости рассказал, принес и так далее. Также здесь могут быть в ногах какие-то бумаги. Какие-то новости, может быть, деловые какие-то переговоры, бумаги, которые вы ждете, и они вам важны. Что было? Была злость на кто это, вот король червовый, кто это, мы не знаем. Думаю, вы догадываетесь, это может быть брат, сват, отец. Если есть у вас любовник какой-нибудь, то это может быть и он, и вы на него злились, раздражались. Был с ним разговор такой не очень приятный, раздражительный. И был разговор с вашим партнером, с королем трифовым. Также просто, если это был какой-то некий родственник, вы могли с вашим партнером просто обсуждать в каком-то неприглядном свете этого короля червового. Хотя здесь, смотрите, вы к нему со своими любезностями, так что здесь может быть просто
Для тех, у кого есть любовник, это любовник, вы к нему со своими любезностями. У кого это родственник, друг, брат, сват. Ну, в общем, также к этому королю червовому вы со своими любезностями, хлопотами и так далее. Также в прошлом был разговор, здесь такие вот разговор с самой собой, за свои надежды, за свои чаяния, что-то вы думали, обсуждали, анализировали, спрашивали у себя, а надо ли мне, а зачем и так далее и тому подобное. Будущее. Какие-то переживания будут за интерес вашего партнера трефового короля, и получите, скорее всего, через интерес вашего партнера трефового короля какой-то нечаянный интерес, какие-то новости, то, что вам будет очень и очень интересно. Через также интерес трефового короля получите вы от него. Также будет с ним свидание в доме, если совместно проживаете, то просто жизнь, как она есть в вашем совместном доме, либо если не проживаете, то просто будет у вас встреча, свидание с вашим партнером, королем трефовым в ближайшем будущем. В дальнем будущем, хотя это дальнее будущее, тут какая-то дорога ранняя этого вот самого короля червового через надежды или за чаяния и надежды вашего короля трефового. Вот как-то не связано и ваш партнер, и этот король червовый. Как? Я не знаю, но здесь у них какие-то общие дела, какие-то вопросы. И, видимо, вас это касается тоже очень и очень, потому что вот они выпали в вашем раскладе, два голубчика. И основная линия этой недельки карты. Смотрите, а вот здесь первый вариант, что может быть, да? Тут чаяния и надежды, и хлопоты этого короля трефового на этой недельке вам будут важны, и будете вы тоже со своими хлопотами к нему, или у вас будут, смотрите, совместные хлопоты с этим королем червовым за его какие-то дела, за его чаяния и надежды. Но это все будет вас злить очень и раздражать. Что-то это для вас-то не очень сильно приятно. Также смотрите, что здесь может быть. Возможно, это просто дама червовая, некая ваша подруга, сестра, приятельница, мама будет к вам со своими хлопотами, и вы к ней со своими хлопотами, но опять же, как-то это будет вас раздражать, или это будет не к месту, и так далее, и тому подобное. Также, дорогие мои дамы бубновые, это может проиграться не у всех, но все же не сказать не могу. Смотрите, если, например, у вашего партнера есть любовница, и вы об этом знаете, то вот она здесь и вылезла. И будете вы думать о ней, за ее хлопоты, возможно, будете что-то узнавать, разузнавать, и будете злиться и раздражаться. И смотрите, вот здесь, скорее всего, вы о ней знаете, будете вы со своим партнером это обсуждать, эту дамочку, да, третье лицо в ваших отношениях, и будете злиться на это, раздражаться. Это было в прошлом. Вот, скорее всего, что-то он вам сказал, или что-то вы обсуждали, и злились и раздражались на весь этот разговор. И здесь, смотрите, будущее мы уже видим. В ранней дороге через чаяние и надежды будет встреча вашего партнера с этой вот дамой червовой. Это проиграется не у всех, это проиграется у единиц, но сказать не могла. Обратите внимание, если это все-таки да, есть третье лицо в отношениях, то есть и на канале расклад специально для треугольников. Посмотрите, полюбопытствуйте, если кому-то интересно, я иду дальше. И единички, окончательная последняя раскладочка для вас. И для вас чаяние и надежда вашего партнера. Какие-то он вам, смотрите, новости принесет, опять же, за свой интерес. И он к вам со своим интересом, как мы видели в прошлой раскладочке, да, у вас был совместный, по-моему, там интерес. Для дома
Для дома вы здесь что-то будете злиться, раздражаться на себя, на свои чаяния и надежды. Может быть, просто вы планировали одно, не получилось, получилось совсем по-другому, либо ваши планы были так вот резко, да, и неприятно нарушены. В общем, в доме как-то вы будете злиться и раздражаться на себя, на сердце. Сильно будете переживать за своего партнера короля трефового, смотрите, да, будете с ним разговаривать, какой-то разговор у вас будет. И здесь дама червовая. И вот для тех, у кого я говорила, что есть треугольник, да, третье лицо в отношениях, то вот тут вы будете переживать за нее, за то, что она есть, то, что она, это третье лицо, вмешивается в ваши отношения, и будете, скорее всего, это с партнером с вашим обсуждать эту самую даму трефовую, и разговор будет такой тяжелый, неприятный, могут быть даже слезы. Что было? Получили вы нечаянный интерес в своей ранней дороге за себя, и вот злились на это и раздражались. Что будет? А вот смотрите, будет разговор и совместные хлопоты, скорее всего, с королем червовым. Вот здесь, да, был он в прошлой раскладочке. Это для всех трактую. Будет разговор и совместные хлопоты. Но у кого есть, как я и говорила, третье лицо в отношениях, здесь, скорее всего, вы будете что-то, либо она как-то проявит себя в вашей жизни, будет с ней разговор, либо, смотрите, будете вы хлопотать, будете что-то узнавать, разузнавать за нее, за то, что она делает, за то, что она там творит, что говорит и так далее. Скорее всего, вы будете здесь просто-напросто пытаться что-то о ней разузнать. Также, если есть дети, кстати, вот здесь может быть еще и ваши дети в будущем у вас выпали. Будете что-то с ними обсуждать, будете за них хлопотать, ну, что-то, видимо, для деток делать, если таковые есть. И на пороге, что будет вот-вот. Будет большой, крупный разговор с самой собой. Вы будете что-то с собой, видимо, анализировать, обсуждать, решать вообще, как быть, как будет вам удобнее, как будет вам спокойнее, комфортнее, гармоничнее и так далее. Тут разговор с собой. Скорее всего, он уже сейчас идет и будет идти и на протяжении, по крайней мере, в начале этой недельки, да, вот-вот, наверняка точно. И успокаивайтесь вы ранее дорога своего партнера. Своим партнером успокаивайтесь, королем трефовым, дорогие мои единички. Это был вариант для вас. Я желаю вам любви, всего самого хорошего, благополучия, здоровья. Благодарю, что были со мной, смотрели мое видео. Я так понимаю, что все-таки этот расклад нужно делать еженедельно. Что интерес есть, значит, будем делать. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. И с вами прощаюсь. Перехожу ко второму варианту. Второй вариант трактуем для вас. Партнером к вам выбрала короля бубнового. Вот он, голубчик, уже у нас выпал. Итак, заходите вы в период с переживаниями за интерес вашего партнера, короля бубнового. Также здесь может быть получение каких-то денег или каких-то бумаг вам важных. И будете за них вы переживали и родили, так сказать, да. Также здесь свидание с королем бубновым, но почему-то свидание или король бубновый вас злит, раздражает. Что-то вы на него злились, видимо, он сделал что-то не так, как вы ожидали, или как вы себе представляли. Что-то он вас злит и раздражает. И также здесь в ранней дороге были, скорее всего, разговоры, переживания, за какую-то позднюю дорогу, за, видимо, свою любовь, за какие-то внутренние ваши переживания, ожидания и так далее. Тут эмоции ваши. Смотрим дальше. Итак, второй вариант.
И трактуем для вас. На сердце у вас какая-то злость и раздражение. Под сердцем у вас разговор с вашим партнером, с королем Бубновым. В голове у вас ваши чаяния и надежды, ваши любезности какой-то ранней дороги. Тут, скорее всего, переживали вы за себя, за свою любовь, за свои надежды. В ногах у вас свидание с королем вашим, с вашим партнером, королем Бубновым, разговор с ним, и король Бубнова, ваш партнер, со своим интересом к вам. Также здесь может быть, опять же, крупная сумма денег, либо какие-то важные бумаги. И знаете, что еще тут может быть? Тут вы могли разговаривать со своим партнером, королем Бубновым, за какие-то важные бумаги. Если, например, вы берете ипотеку, либо кредит, какие-то банковские бумаги могли вы обсуждать со своим партнером. Что было? Был какой-то большой, крупный разговор с вашим партнером, королем Бубновым, за будущее, за дальнюю дорогу. Также переживали вы за себя, за свой интерес. И также в прошлом раздражались вы на чаяния и надежды вашего короля Бубнова. Вот что-то он вас на этой недельке прям, дорогие мои, раздражает. Как-то он себя не так ведет, как вы ждете или как вы хотите. Что будет? Будете вы сильно злиться, прям сильно злиться, раздражаться на себя, скорее всего, на свои эмоции, на какую-то сферу эмоций, отношений, ну вот любовную сферу. Также смотрите, дорогие, если вы практикуете, если вы практик, увлекаетесь эзотерикой, там, я не знаю, картами Таро и так далее и тому подобное, тут, может быть, вы просто будете практиковать, что-то делать, что-то творить за свою любовь, за свои эмоции, за себя, за свое благополучие. Также здесь, смотрите, вот как я и говорила, если вы практик, а скорее всего так и есть вы практик, потому что как-то карты здесь выпали прям в хорошем таком порядке. Вот вы будете хлопотать за свой интерес, связанный с любовью, с эмоциями, с вашими желаниями, с гармонией, с гармонизацией и так далее и тому подобное. Вот здесь вот ваши хлопоты, скорее всего, вы все-таки, я не ошибаюсь, вы практик и эзотерик. Если же я ошибаюсь и вы не практикуете, то здесь просто вы будете злиться, раздражаться на себя. Тут, знаете, видимо, неделька такая будет нервная, нестабильная, дисгармоничная, и вы вот будете прям вся на нервах, дорогие мои двоечки. Также в ранней дороге будет король Бубновый, будет он хлопотать, видимо, или вы будете хлопотать за... Если есть детки, то, скорее всего, за ребенка, за деток будут хлопоты. Если нет деток, да, то здесь в ранней дороге ваш король будет хлопотать, скорее всего, за... Ну, как-то, знаете, будет пытаться гармонизировать, что ли, или как-то вас успокоить, или как-то вас ходят лелеять. Вот так вот как-то. И главная линия этой недельки, да, вот ваш король, партнер со своей любовью, со своими любезностями к вам. И, видимо, как-то вы будете переживать за это, и он будет переживать. И получите вы через свой интерес какой-то нечаянный интерес. Скорее всего, вот что-то вы будете делать, что-то вы будете хлопотать, как вот здесь я вижу, да, ваши хлопоты. И здесь вы получите какой-то прям нечаянный такой интерес. И, скорее всего, знаете, с чем это будет связано? С тем, что вы, видимо, получите некое удовлетворение от себя, от своей работы из прошлого. И это, знаете, вот даст вам надежду или даст вам шанс как-то проявить себя или как-то улучшить свою жизнь или дороги открыть и так далее и тому подобное вот себе и своему партнеру.
Вот здесь вы будете, скорее всего, просто радоваться и будете удовлетворены своей прошлой работой. Смотрим дальше. И двоечки, смотрим дальше. И для вас. Для вас разговор в ранней дороге с вашим партнером. И разговор такой эмоциональный. Для дома. Для дома опять вот что-то как-то вот червовая масть, да, червовые личности нам по всему раскладу не выпадали ни разу. Но черва нас не покидает. И здесь, скорее всего, просто эмоциональность ваша, нестабильность, дисгармоничность. Будете вы, видимо, нервничать, переживать за себя. И также здесь, если есть детки, то здесь, смотрите, в доме дети к вам будут со своими любезностями, и вы будете к ним тоже со своими чаяниями и надеждами. Если деток нет, то это просто эмоциональность, как я уже и сказала, на сердце. На сердце злость, раздражение на себя. Опять же, эмоциональность, переживания, слезы за себя и злость на себя. Что ж такое у вас какая-то такая нервная неделька. А что было? Опять же, смотрите, дорогие, злость абсолютно на свою любовь, на свой интерес, и злость абсолютно на себя. Что ж такого вы сделали, дорогие? Что будет? А будет злость теперь на вашего партнера и на его чаяния и надежды. Такие дела. И на пороге. На пороге у вас свидание с вашим партнером, и свидание такое довольно-таки приятное. Получите вы там какой-то интерес, за любовь, за свои эмоции, за свое счастье, за свои чаяния, надежды и так далее и тому подобное. И успокаивайтесь вы каким-то нечаянным большим интересом, полученным через любезности вашего партнера. Что-то здесь, скорее всего, наконец-таки он вас удовлетворит. Хотя, смотрите, здесь вы на него злитесь, да, прям очень сильно злитесь в будущем. И успокаивайтесь, вы все равно его любезностями, его интересом. Либо, смотрите, вы можете получить какой-то интерес, такой вот прям большой, крупный, нечаянный интерес, да, за своего партнера, за его любовь. Вот тут, конечно, нужно обратить внимание. Тут может быть двоякая трактовка. Либо он к вам будет расположен, либо здесь он со своей любовью будет куда-то отвернут. Вот здесь нужно копать, нужно смотреть. Но мы этого делать не будем. Хотя, конечно, можно достать доп и спросить, уточнить. Вот какой-то просто будет разговор крупный. И в этом крупном большом разговоре с вашим партнером вы получите какой-то интерес от него. Это был вариант номер 2, дорогие. Я желаю вам всего самого хорошего, любви, счастья, благополучия. Будьте здоровы, будьте любимы. Живите полной жизнью. Всех благодарю, что были со мной, что смотрели мое видео. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Мне будет очень приятно. Со всеми прощаюсь. Перехожу к третьему варианту. Итак, третий вариант трактуем для вас. Дама червовая. И партнером я назначила вам короля трефового. И вот он уже выпал. Голубчик у вас. Итак, заходите вы в недельку с нечаянным каким-то интересом и хлопотами, своими хлопотами. И если есть детки, то здесь просто вот хлопотали за деток. Также здесь у нас, смотрите, какая-то чета выпала. Бубновая, король и дама бубновая. И вы к ним со своим интересом. Мы не буду сейчас здесь говорить, что тут чаяние и надежды короля, чаяние и надежды дамы. Пока мы здесь этого не видим, поэтому просто здесь говорю, что какая-то парочка. Тут супружеская, видимо, чета, родственники, возможно, родители, тетя, дядя, сестра с мужем и так далее. Вы к нему со своим интересом. Также здесь они хлопотали за вас в ранней дороге, и был ваш партнер. Смотрим дальше. Так, троечки для вас. И что-то прям смахивает на хандру и депрессию, дорогие мои. Не нужно.
оно того не стоит. Смотрите, на сердце у вас злость и раздражение, под сердцем у вас какой-то большой крупный разговор. Но вот эмоции в общем и целом, я бы сказала, такие очень даже в негативном ключе. Перестаньте. В голове в ранней дороге был разговор с неким королем Бубновым. В ногах у вас злость на вашего партнера, на его интерес и на его хлопоты. Вот вы прямо злитесь и раздражаетесь прям очень и очень сильно. Еще и смотрите и на сердце, и под сердцем, то есть и сознание, и подсознание. В общем, ну, очень вы на него злитесь, на вашего партнера. Что было? Ваш партнер и некая, смотрите, дама Бубновая. Вот эта чета у нас сейчас здесь распалась, да, вот в этой раскладочке. И смотрите, сейчас тут могут быть разные нюансы. Но смотрим в общем и целом. В прошлом был ваш партнер и некая дама Бубновая. Кто это может быть? Это может быть ваша какая-то подруга, родственница здесь выпала, и получили вы от нее какую-то новость или бумаги. Дальше, смотрите, тоже в дальнем прошлом был ваш интерес и ваши чаяния и надежды. То есть вы хлопотали за себя, за свою жизнь, за свои какие-то увлечения, интересы и так далее и тому подобное. И что было также, вы получили какой-то нечаянный большой интерес через любезности либо короля Бубнового, либо дамы Бубновой. Что будет? Будет у вас свидание с королем Бубновым, скорее всего, в неком казенном доме, но это будет в дальней дороге, ближе к концу недельки, дорогие мои. Также в ранней дороге был ваш партнер, король Трефовый, и также в будущем не был, прошу прощения, а будет в ранней дороге ваш партнер, король Трефовый, и также он со своими чаяниями и надеждами, и благородно он на вас, к вам настроен. Смотрите, дальше нюанс. Вот как я и сказала, в предыдущей раскладочке бубновая масть, король и дама шли вместе, но здесь сейчас они разошлись. Как это может быть? Это может проиграться каким-нибудь четырехугольником. Вот вы, смотрите, к примеру, у вас есть супруг, я его назначила королем Трефовым, да? И, скорее всего, у вас может быть и любовник. Вот в голове вы держите в ранней дороге, у вас был разговор с вашим любовником, и договорились вы, судя по всему, о встрече, о свидании в каком-то казенном доме ближе к концу недельки, туда дальше. Также, смотрите, здесь ваш супруг был в прошлом, его любовница, и вы получили какую-то новость. Скорее всего, даже здесь вы догадываетесь, что у него есть кто-то на стороне. И здесь, видимо, вы что-то узнали, разузнали, и поэтому, смотрите, да, в данный момент в ногах, в сознании, да, вы на него очень сильно злитесь, на его интерес и на его хлопоты. И здесь также в прошлом, смотрите, вы получили нечаянный интерес. Здесь может быть также через или за любезность вот этого короля Бубнового, вашего любовника. Но здесь также может быть, что вы получили нечаянный интерес и за любовницу вашего супруга. Вот так это может проиграться, дорогие. Если у вас этого нет, то смотрите, как я и говорила, это могут быть просто ваши родственники. И вот то, о чем я говорила ранее. И основная линия недельки. Смотрите, будете вы разговаривать со своим партнером. Будет у вас какой-то, видимо, важный разговор. И бубновая масть здесь в ранней дороге будет за вас хлопотать. Скорее всего, это король Бубновый, и он будет к вам настроен, будет за вас хлопотать вот прям в ранней дороге. Вот, скорее всего, за вот это вот свидание, дорогие. Ну и будете, видимо, что-то обсуждать со своим партнером, с супругом, с королем Трефовым. Вот здесь, знаете что, такое ощущение, что, ну, как я уже говорила, каждый живет своей жизнью, у каждого есть уже свой партнер помимо официальных каких-то отношений.
Если так и есть, обратите, пожалуйста, внимание, есть расклад на любовные треугольники на Таро. Если интересно, пожалуйста, обратите внимание, полюбопытствуйте, а я перехожу дальше. Троечки, окончательная трактовочка, раскладочка. И для вас, смотрите, в ранней дороге хлопоты вашего партнера, короля Трефового, и некий казенный дом. Казенным домом может быть, некая, может быть, больница, адвокатура, какой-нибудь торговый центр или там, не знаю, что-нибудь, если у вас есть канал на YouTube, то это может быть он. Например, у меня он выпадает казенным домом, дорогие. Вот это может у вас проиграться. Если у вас, например, есть канал, или вы работаете в сети, какой-нибудь модератор и так далее. Для дома у вас разговор с вашим партнером, королем Трефовым, и хлопоты вашего друга, короля Бубнового. Но также здесь могут быть и хлопоты. Вот выпала дамочка Бубновая и здесь. На сердце у вас вы, свои чаяния и надежда, и ваш супруг, партнер, король Трефовый. И также смотрите свидание с королем Трефовым, которое мы видели в прошлой раскладочке, дорогие. И также жизнь и свидание с вашим, конечно, партнером, королем Трефовым. Что было? Бубновая масть, король, или скорее всего он и есть этот король, был со своими любезностями к вам, и вы получили от него какой-то нечаянный большой интерес, и все это было в ранней дороге, вот совсем недавно. Что будет? Вы со своим интересом будете злиться и раздражаться на свой интерес, прям очень и очень сильно будете злиться на себя. И на пороге тут ваш партнер, король Трефовый, со своим интересом, и казенный король будет, и дама Бубновая. И успокаиваетесь вы разговором, скорее всего, с королем Бубновым в дальней дороге, либо за дальнейшую жизнь с ним. Вот. И нюансы, о которых я вам говорила. Смотрите. Вот здесь в этой раскладочке король Бубновый, он ушел. Но вот здесь я вижу, что, скорее всего, в доме, да, он хлопочет. Король Бубновый будет хлопотать за вас. Скорее всего, вы просто в присутствии своего партнера будете с ним, может быть, переписываться или что-то с ним обсуждать, созваниваться. И также здесь, знаете, если он еще и нагловат, и такой упорный, то здесь может прислать вам какой-нибудь, например, купить букет цветов. Вот такое у меня тоже как-то проигрывалось. Здесь, как я уже и говорила, и вот на пороге вот здесь дама Бубновая. Здесь, скорее всего, если я не ошибаюсь, и это четырехугольник, и тут вот эта дамочка Бубновая, она и вылезет, потому что ваш партнер к ней может быть благородно настроен. И со своим интересом он к этой даме Бубновой. Вот складывается у меня наверняка ощущение, что все-таки здесь четырехугольник, дорогие мои троечки. Если нет, то трактовку в этой части, в этом отношении вычеркиваем, прослушиваем то, что говорила ранее, дорогие троечки. И, конечно, я вам желаю всего самого хорошего, любви, здоровья, счастья, благополучия. Берегите себя, берегите своих близких. Благодарю, что были со мной, что смотрите мои видео. И с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего. До встречи в других моих видео.